Компания Apple готовит революцию в мире планшетных компьютеров. В Ростехе рассказали об улучшенной версии робота-сапера «Шмель», а якутский павильон удивляет гостей международной выставки «Россия». В первую очередь мультимедийной начинкой. Это новости из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Apple готовит новый продукт, а именно гибкий iPad. Согласно информации DigiTimes, Apple готовит к выпуску первый iPad с гибким экраном. Девайс могут представить уже в конце следующего года. На данный момент Apple выбирает, с кем ей сотрудничать, Samsung или с LG. Одна из компаний будет поставлять гибкие OLED-дисплеи, чтобы Apple оснастила ими iPad'ы. Аналитики утверждают, что складной iPad визуально будет похож на нынешние модели. Однако новинку можно будет сложить пополам, в первую очередь для комфортной транспортировки. Сначала кипертиновцы думали сделать iPad с двумя отдельными экранами, но в последний момент от идеи отказались. Сейчас перед инженерами стоят сложнейшие задачи, одна из которых — сделать складку посередине самой незаметной из тех, что есть у девайсов конкурентов. Аналитики пока не осмеливаются назвать предположительную стоимость первого гибкого iPad. Для сравнения, стоимость нынешнего iPad Pro на M2 стартует где-то от 103 тысяч рублей. Китай планирует к 2025 году обеспечить массовое производство человекообразных роботов, а к 2027 году стать мировым лидером в этой сфере. Об этом сообщает издание New Science. Основная цель их внедрения – стимулировать развитие производственного сектора, чтобы сделать страну более самодостаточной в условиях старения населения. Ожидается, что роботы будут применяться не только в промышленности, но и в самых разных отраслях – от здравоохранения и логистики до бытового обслуживания и сельского хозяйства. Кроме того, они смогут работать помощниками или физически помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Страна намерена поддерживать развитие отрасли с помощью соответствующей политики, подготовки новых талантливых специалистов и международного сотрудничества. А токийский стартап Tsubame Industries уже представил свой флагманский продукт Archax, вдохновленный аниме «Гандам». Этот робот с батарейным питанием высотой 4,5 метра может передвигаться со скоростью 10 км в час и менять форму, переключаясь с режима транспортного средства в режим робота. Эта машина похожа на персонажа научно-фантастического фильма, но такие роботы скоро могут стать реальностью. Их можно будет купить почти за $3 миллиона у токийского стартапа Tsubame Industries. Он разрабатывал прототип последние 2 года. Робот высотой 4,5 метра отдаленно напоминает доспех из японского мультсериала «Гандам». Япония действительно сильна в индустрии анимации, игр и робототехники, а также в автомобилях. Поэтому я подумал, что было бы здорово создать продукт, который объединит все эти элементы в один. Робота назвали Archax в честь динозавра Археоптерикса. Внутри кабины на мониторах отображается то, что снимают наружные камеры, так что пилот может без проблем маневрировать конечностями. По сути, можно сесть внутрь и им управлять. У него 26 шарниров, и им можно управлять из кабины. Такую машину можно будет применять в разных областях. Его можно использовать при оказании помощи во время стихийных бедствий, а также для работы в космосе. Вместо того, чтобы использовать несколько роботов, мы хотели разработать многоцелевое рабочее оборудование, когда один робот может выполнять несколько задач. В конце октября робота представят на выставке Japan Mobility Show. Позже Tsubame Industries планирует продать 5 таких машин. Каждая будет стоить $2 миллиона 700 тысяч. Переносимся в Россию. В Ростехе рассказали об улучшенной версии робота-сапера «Шмель». Это модернизация роботизированного комплекса разминирования, созданного на базе мини-погрузчика Ан-1000. Робот-сапер оснащен лебедкой с гидравлическим приводом, цепным молотковым тралом и предназначен для обнаружения и ликвидации противопехотных мин. Машину модернизировали по результатам испытаний на полигоне МЧС. Усовершенствован пульт управления, ставший более удобным в
время его работы увеличено. Изменения коснулись и рабочего органа робота-сапера. В модернизированном образце используется минный трал с увеличенной глубиной рыхления грунта до 250 мм. Заменена форма ударных молотков, скорректирована длина цепи. А омский школьник придумал и собрал робота-дворника. После конкурса к юному конструктору уже обратились представители производственного предприятия с коммерческим предложением. Восьмиклассник из Омска Георгий Герасименко разработал робота-дворника TurboTrack и распечатал его на 3D-принтере. Подросток рассказал о функционале изобретения. Робот оснащен навесным оборудованием. Сейчас это отвал с изменяемой геометрией. То есть при помощи отвала робот может как убирать снег, но также и разные камни. Но вместо отвала можно поставить вообще разное навесное оборудование. Например, щетку, которая бы сметала снег или что-нибудь еще. Робот оснащен роборукой, при помощи которой он может как раз хватать какие-нибудь банки или другие предметы. Интерес к технике у школьника появился еще в раннем детстве. Он постоянно что-то мастерил, собирал конструктор Лего и машинки без инструкций. Но после того, как папа подарил Георгию 3D-принтер, мальчик всерьез увлекся объемным моделированием и начал посещать занятия в кванториуме. В прошлом году подросток одержал победу с роботом-дворником во всероссийском конкурсе научно-технического творчества «Шустрик», после чего папа Георгия помог сыну подать заявку для участия в международном проекте. Я участвовал в конкурсе «Ученые будущего» 2022. Затем, если ты там занимаешь место от 1 до 4, то ты можешь проходить в суперфинал. То есть это уже такая вторая стадия, можно так сказать, где ты уже должен подготовить речь на английском, минутный ролик, также все тезисы и видео. В прошлом году, то есть до этого вообще ездили в разные страны, а в прошлом году, не получилось. Так в этом году как раз буду еще раз участвовать. Думаю, займу, и сгоняю в Сербию или в Турцию. Юный изобретатель также рассказал, что после конкурса к нему обратились представители производственного предприятия с коммерческим предложением. Георгий надеется, что у них получится сотрудничество, и его робот-дворник в будущем будет убирать улицы города. В Якутии тем временем расширяется область покрытия быстрым интернетом. Так, волоконно-оптическую линию связи протяженностью 7000 километров проложат в 11 районах до конца 2025 года по программе «Информационное общество». Это начинание направлено на цифровизацию арктических районов региона, где живут более 72 тысяч человек. Старт проекту дал в мае прошлого года глава республики Айсан Николаев. Руководитель региона поручил начать строительство высокоскоростной оптической линии связи до арктического поселка Жиганск. Также власти Якутии рассматривают предложение о создании на базе регионального Минэкологии организационной структуры, направленной на применение беспилотников. БПЛА хотят использовать для мониторинга ситуации с лесными пожарами, подсчета поголовья животных и забора проб воды. Напомню, летом компания БАС провела пилотные испытания в Тампонском и Усть-Майском районах. На основе результатов проекта были сделаны выводы о том, что перспективными направлениями использования БПЛА могут стать информационная поддержка оперативных штабов по тушению крупных лесных пожаров, а также патрулирование лесного фонда. Между тем, более 15 тысяч человек посетили экспозицию Якутии в первый день международной выставки форума «Россия» в Москве. Основной посыл стенда в том, чтобы показать республику как уникальную территорию, где реализуются самые смелые проекты. Тесно переплетаются народные традиции и передовые технологии. Центральное место занимает священное дерево жизни Аллукмас. Рядом находится гигантская фигура Ниргуна Ботура. Зона мастер-классов, выставка артефактов и брендов «Открой Якутию». Представлены предметы народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Национальные украшения, изделия из бивня мамонта, копии слитка, золота и алмазов, куклы в национальных костюмах. На встроенных экранах демонстрируется 3D-визуализация мамонта, якутской лошади и эксклюзивные экспонаты из сокровищницы Якутии. Расскажем, как выглядел стенд за один день до открытия выставки. Павильон Якутии – это 80 квадратных метров, трехметровые белоснежные стены, мультимедиа-объекты и тач-панели. Наш стенд посвящен теме Олонхо. Знакомство с эпосом начинается прямо на входе. И на входе в наш павильон нас встречает богатырь Ниргун Ботур, который не только просто так стоит, он еще и говорящий, будет приветствовать всех гостей
всех посетителей нашей экспозиции, а также он исполнит отрывки из Олонхо. Ожившие герои эпоса сопровождают гостей и внутри павильона. Снегурочка знакомит с якутской зимой, а рядом жители Срединного мира зовут каждого заглянуть на огонек. У нас вот специально создано программное обеспечение, где будут представлены картины, посвященные Олонхо, известных художников. В том числе есть детские рисунки, которые оцифрованы и анимированы. Можно послушать исполнение Олонхо нашими олонхосутами. А еще посетители увидят уникальные разработки в промышленности, строительстве, медицине, сельском хозяйстве. Убедятся, что Якутия не только про золото и алмазы. Воочию увидят проектор «Экстра Синема», способный сделать из любого зала настоящий кинотеатр. Посмотрят и на другие достижения последних 5 лет. Мы оцениваем готовность нашего павильона на 100%. Завтра будет прием КФСО, и 4-го мы готовы открыться для того, чтобы удивлять жителей Москвы, Подмосковья, всех гостей столицы чудесами нашей вселенной Олонхо. Международная выставка «Россия» распахнет свои двери 4 ноября. Ключевые события пройдут в павильоне номер 75 ВДНХ. Вместе с Якутией свои достижения представят и другие 88 регионов страны. Отправиться в путешествие по России, находясь в Москве, смогут все желающие. Выставка продлится полгода. Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. А тем временем в Якутске 23 и 24 ноября проводят второй федеральный форум «Цифровой алмаз». Приехали лидеры цифровой экономики страны и ведущие отраслевые эксперты, чтобы обсудить пути технологического развития России. В прошлом году в первом форуме приняли участие свыше 1500 человек из 63 регионов России. Подписаны десятки важных соглашений. В этом году гости обсуждают перспективы экономики данных, искусственный интеллект, платформы гостех, цифровизацию образования, цифровой контент и другие сферы. В следующих выпусках расскажем подробнее о втором форуме «Цифровой алмаз». Это были новости IT. Если смотришь нас по телевизору, повтор программы доступен на нашем YouTube-канале. Ну а если видишь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!